Всем привет! В эфире 457 выпуск телепередачи «Пропеллер». Всем привет! Всем привет! Первый сюжет у нас посвящен КВН. Недавно в Якутске у нас проходил Кубок мэра, и гостем игры стал Дмитрий Колчин. Особенностью Кубка главы было то, что играло всего две команды – сборная города и сборная Улусов. Получились сборные, в которых участвовали старенькие, новенькие, участники с разных команд, участники с разных лиг, и получилось вот такое вот месиво. Сборное шоу, да. Игра была посвящена еще и тому, что КВНу исполняется 55 лет в этом году. Это довольно-таки старая игра, но при этом она не теряет своей актуальности. И шутки у них становятся с каждым годом все смешнее. И сами игроки тоже повышают свой уровень. В каком бы настроении ты ни пришел, ты всегда уходишь просто, я не знаю, с феерическим настроением, с огромным восторгом и огромным удовольствием. Если ты не игрок проигравшей команды, конечно. Только что прошла самая долгожданная игра года с лучшими КВНщиками и приглашенным гостем из высшей лиги. Все это Кубок главы города Якутска. Давайте посмотрим, доставщик роллов приходит к своему начальнику. Ты уволен! Пошел вон отсюда! Хорошо. Зови второго. Че, Олег Геннадьевич, вызывали, да? Че такой уверенный ты, Виталя, а? Суши пропадает, Виталя. Привет, скажи, пожалуйста, из какой ты сборной? Сборная города. Продолжи фразу. Только у нас городских есть... 3-4 вайнера. Городской школьный аттестат. Квартиры, прописка в городе Якутске. Доброжелюбие и порядочность. Wi-Fi. Wi-Fi. Не скажи, не знаю, сейчас говорю. О, братан! Мы сегодня собрались, чтобы решить, кто станет королем 5 улусов. Сунтарки! Хангаластионы! И чурапчинистеры. Подождите-ка. Чурапчинистеры и так уже сидят на троне. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! 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 Вы, походу, забыли, кому по праву принадлежит трон 5 улусов. Если бы я жил в Улусе... Меня бы звали Иннокентий. Был бы простым парнем. Я бы наслаждался деревенской жизнью. Ел сапоги. Я бы умер. Мой город — это... Самый лучший город на земле. Новосибирск. Мои друзья. Я. Мой город это я это мой город. Я. Ты реально на 3 вопроса точно так же, как я ответил. У нас один мозг на двоих. Парня укусил радиоактивный паук. Я! Чертов паук! Может быть тогда... нет, тогда что? Паралич. Понятно. Привет, скажи, пожалуйста, из какой ты сборной? Из сборной Улусов, конечно же. Продолжи фразу. В Улусе всегда... Круто. Холодно. Радушно. Городские никогда не поймут. Нас. То, что круто. Городские никогда не поймут. Якутские. Люди с Улусов такие... добрые. Крутые. Пухленькие, щекастые. Люблю Улус за доброту. Крутость. То, что я оттуда. Поделитесь впечатлениями об игре. Это настоящий спецпроект. Это был КВН юбилей. В Кремле празднуется юбилей, в Москве или в Самаре, в Питере, неважно. И в Якутске тоже. Люди, которые выходят на сцену, им аплодируют авансом, что называется. Это круто. Я за такие мероприятия. Они ценнее, чем очень правильные игры, даже высшей лиги и так далее. Здесь как-то живешь. Что нужно делать первым делом, когда приехал из Улуса в город? Найти теплый подъезд. После сегодняшней игры появились и какие-нибудь любимчики, может быть? Прям любимчики. Я, возможно, с кем-то из ребят вообще больше никогда не увижу, я же не знаю. Нет, но я знаком с многими. Надо снимать об этом сюжеты, делать передачи, вешать фотографии этих ребят на городских баннерах. Надо, чтобы они становились звездами здесь, и тогда они будут за собой вести таких же. Все КВНщики, которых мы сегодня видели, в том числе КВНщики Якутии, это КВН, который будет завтра. И победитель сборная Улусов!
А следующий наш сюжет посвящен катку, а именно вечеринке в стиле Daft Punk и путешествие во времени. Кто ходит у нас на каток? На самом катке не часто бываю, но сам я пробовал кататься, и это действительно очень интересно. Я догадываюсь, что ты не профи-катокер, we are no катокер. Я нерзебортик. Я не знаю, как называется мое направление, но что-то вроде такого. Слышала такое, что если ты научился кататься, все, ты будешь кататься всю жизнь. Я не соглашусь с Мариной, потому что я хорошо каталась лет так в 9-10, а сейчас я уже практически ничего не умею. Я вообще кататься не умела, меня кататься мама учила. Я была в шоке, моя мама умеет кататься на коньках передом, задом, боком, на одной ноге, на другой ноге. Без ног. Без ног на руках. Как просто, как? И тут просто Марина выходит вот так. Всем привет! Сегодня мы находимся на большой вечеринке катокеров Якутска, которая посвящена путешествиям во времени и посвящена приключениям во времени. Я сейчас заплачу, как это вообще все сложно! года хожу, наверное. 6 лет уже катаю. Много? В этом году уже второй раз. Я новенькая. Каждую субботу, но... Раз, 20-й, наверное. Второй. Миллионный. Никогда не пропускаю. Куда бы вы слетали с параллельных миров? Космос? На солнце бы слетал. Вселенную Марвел, наверное. Не знаю, я о таком не думал. Я человек простой. Я даже не знаю. Скорее всего, будущее. Ну, я бы 80-е, наверное. Просто хотелось бы посмотреть, какие были люди. Я бы вернулась в прошлое, да, и написала бы ответы на ЕГЭ себе. На что должен человек тратить свое время? На себя. Работа есть работа, но всегда нужно выделять себе время отдохнуть на то, что он любит делать. В выходные обычно на встречи хожу, на каток. А ты на свое любимое хобби? А ты на что свое время тратишь? На каток. Развлекайся. Здоровый образ жизни, бегать, заниматься спортом, кататься и так далее. На развитие, на свое здоровье и спорт. Следующий сюжет будет о виниловых пластинках. Кто-нибудь слушал хоть раз музыку на виниле? Нет, и я очень жалею, что упустил такую возможность. У меня, кстати, то же самое. Я видела виниловые пластинки только в фильмах, к огромному сожалению. На даче у нас наверху в кладовке целая пачка лежала виниловых пластинок. Они были новые, прям в упаковке, с названиями. Ну и мы по глупости детской играли ими. В детстве я нашел у своих родителей пластинки, и там были не только такие большие виниловые круглые пластинки, а были также и гнущиеся пластинки. Как мне объяснили, это те же грамм-пластинки, но только у них более плохой звук, однако их в то время было легче купить. Алексей сказал про гибкие пластинки. Мне хочется сказать, что это были самые настоящие бумажные пластинки, но просто они были обработаны тонким слоем воска. Мало кто сейчас в этой студии слышал настоящую музыку на виниле. У наших зрителей, то есть у вас, есть сейчас возможность это сделать. В нашем сюжете смотрим. Один из символов 20 века, виниловую пластинку, еще называют граммофонной или просто грамм-пластинкой. Они бывают самые разные, большие, маленькие, жесткие, гибкие. Современный винил выгодно отличается и по дизайну, и по качеству. И сейчас мы подробнее узнаем об этом. Изначально вообще пластинка была маленькая. На нее помещалось там 2-3 минуты записи, то есть один трек. И на другую сторону чаще всего писался тот же самый трек, потому что они очень быстро затирались. Потом человек переворачивал пластинку и, соответственно, слушал этот же трек еще раз. Это маленькая пластинка изначально была. То есть один трек, сингл, и до сих пор пользуются этим понятием сингл. Потом уже пластинки там 50-х годов, они стали большими. Вообще изначально пластинки делались из шелака, вот того самого, из которого ногти девушки сейчас наращивают. Он был очень хрупкий, и если вы вспомните, допустим,
мультике «Том и Джерри», когда Том разбивал голову пластинки, они прям как стекло рассыпались. Потом в 1948 году начали делать из винилата, того самого винила. Качество, конечно же, улучшилось у них. Музыку, когда только научились писать, писали мембранным образом через иглу, соответственно, на пластинку сразу же. Исполнитель джаза Луи Армстронг в таком ключе придумал так называемый скет, когда они играли с всем оркестром, это был единственный дубль, и у него упали ноты. Нельзя было останавливаться, и он начал пропевать ноты просто голосом. Да-да-да-да-да. И вот так появился скет. За пластинками охотятся очень серьезно, особенно вот за раритетными, но все зависит от состояния самой пластинки. То есть, конечно, смотрят на вот эти вот царапины. Игла может перепрыгивать и заикаться на определенных местах. В основном на это смотрят. Ну и, соответственно, конечно, на музыку, которая она записана. Множество разных историй, множество дядечек приходит. Вот один мужчина у нас купил альбом Beatles Sgt. Pepper 3 раза. Я ему задал вопрос, почему 3 раза вы покупаете одну и ту же пластинку? Говорит, одну я сейчас слушаю. Вторую я буду слушать, когда затрется первая. А третью я просто поставлю на полочку, и она будет стоять, и не буду ее открывать. Дорого то, что записано на пластинке, да, то есть кому-то дороже послушать классику, кому-то вот Beatles дороже всего на свете из музыки, кому-то другие исполнители. Почему винил до сих пор пользуется популярностью? Это очень-очень большая часть истории. Выглядит эстетично, качество звучания. То есть многим нравится диапазон частот, который передает пластинка. Это не значит, что он лучше или хуже, он просто немножко отличается по звучанию, и, соответственно, человеку это более приятно на слух. В нашем городе многие люди собирают свои коллекции винила. Мы отправились к обладателю более 100 грамм пластинок. Мне бы хотелось найти пластинки не фирмы «Мелодия», а выпущенные где-нибудь там в США, там в Европе. Вот какую-нибудь классику рока или блюза, но выпуска оттуда. Вот там найти, причем старые. В вашей коллекции пластинки только российские или есть зарубежные? И иногда зарубежные попадают. Например, одна пластинка у меня есть немецкая, кажется, и там классическая музыка, но выпуск не наш. Одна пластинка есть индийская. Там индийская музыка, и сама пластинка в Индии сделана. Тоже это здорово. Как вы ухаживали за пластинками? И портятся они со временем или нет? Они портятся, конечно, больше всего, потому что царапаются. Их нельзя хранить вот так, а они должны всегда стоять стоя. Вот. И должны быть, конечно, в конвертах. Потому что если они будут без конверта, они будут царапаться друг от друга. На даче в гараже хранились пластинки в сырых условиях. Обложки все испортились, заплесневели, но при этом сам винил очень хорошо сохранился, поэтому надо делать обложки. Вот. Просто обычные вот бумажные конверты, их очень легко клеить. Вот такие. Надеюсь, что это вот как раз моя дочка этим займется. Начав с тех пластинок, которые ей нравятся, вот, она возьмет и, слушая музыку, нарисует соответствующие обложки. Самая старая пластинка. 30-х где-то годов. Рио Рита. И еще какая-то. Она на 77 оборотов. Там на одной стороне только одна песня. Переворачиваешь, на другую другая. Я бы не сказал, что меня не устраивает цифровой звук, потому что на компьютере слушаешь музыку нормально. Главное, чтобы колонки хорошие были. Но в этом своя прелесть есть. Атмосфера, безусловно, создается, потому что тут сам процесс, когда ты ее ставишь, и немножко она шипит, если пластинка старая. Кстати, вот на новом проигрывателе, если пластинка хорошая, то она совершенно не шипит. Когда были в Москве последний раз и в Киеве, мы увидели, что есть в музыкальных магазинах огромный выбор винила. Сейчас винил снова популярность набирает, поэтому это интересно.
Это был последний сюжет. Увидимся с вами на следующей неделе. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, на наш аккаунт в Инстаграм prop.tv и смотрите наш канал в YouTube. Увидимся на следующей неделе. Всем пока! Пока-пока! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Я выбираю жить в Каи. Узнали? Макс Корж в Якутске. 17 декабря. ЦСП Триумф. Все альбомы, все хиты. Мы знаем, где пролетит мотылек и где будет крутой флэп, где небо поможет нам. Мы выбираем жить в Кай. Генеральные партнеры: сеть ЕКТ.ру, Центр паровых коктейлей «Куба». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и «Синема Центр». 12+. Слово пацана. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.